Дорогие друзья, представляю вам ягненка, жареного целиком в тандыре. Это блюдо из Кашгара, по-уйгурски называется тонур-каваб. Шанхайцы называют его чунминян. Меня зовут Айня Турсун, шанхайцы называют меня Айня. Я родился в городе Аксу, уйгурская автономия. Я приехал в Шанхай 7 марта 1986 года в 11:30 вечера. Огонь сильный, нужно быстро загружать. Если жарить мало, ориентируйся по температуре печи. Сегодня заказали 3 ягнят, это мясо с лопатки. Когда я приехал в Шанхай в 86-м, мне было 17, еще не исполнилось 18. Занимался мелкой торговлей. Позже мы открыли ресторан. Открыли в 91-м, работаем до сих пор. В Шанхае я завел друзей местных. Они советовали мне: «Айня, шанхайский вкус требует, чтобы ты немного адаптировал уйгурские блюда. Например, баранина не должна быть слишком жирной. А еще шанхайцы не едят очень острое». Я согласился. Сейчас наши блюда стали намного популярнее, чем раньше. Теперь и в Шанхае, возможно, вкусы немного изменились. После реформ и открытости Шанхай стал интернациональным городом мирового уровня. Шашлык из баранины здесь любят больше всего. В банкетных залах подают жареного в тандыре целиком ягненка, а также жареные бараньи ножки, мясо с лопатки. Эти фирменные уйгурские блюда готовят для больших залов и банкетов. Этот большой зал забронирован до конца года. Все наши клиенты приходят с февраля, начиная с праздника фонарей. Бронирования идут уже на 1,5 года вперед. В основном наши гости все из народа хуэйцзу, дунгани. Конечно, много ханьцев и других. Все, кто приходил и уже пробовали наши угощения, говорят: этот вкус уникален, уйгурская кулинария восхитительна своим очарованием, очень необычные методы приготовления. В таком мегаполисе, как Шанхай, очень богатая интернациональная культура. Видите, когда я приехал в Шанхай, я был парнем, а сейчас скоро стану стариком. У меня раньше была мечта – воспитывать детей в горах, на родине. Это прекрасное место. А сейчас я стал шанхайцем. Моя цель – продвигать и развивать нашу уйгурскую культуру в самом сердце Китая, делать наши блюда все более современными, вкусными, красивыми, а также улучшать сервис, и тогда наш бизнес будет расти. Сейчас иногда я люблю погулять по набережной Вайтань. Это место довольно хорошее. Вечером, когда делать нечего, бегаю вдоль берега реки Хуанпу. Так, постепенно, я теперь стал шанхайцем. Почти коренным шанхайцем, да. Мой путунхуа немного с акцентом, правда. Китайский у меня не идеальный, а по-шанхайски я говорю неплохо. Почему? Потому что только сейчас в Шанхае уже в основном говорят на общекитайском путунхуа. Когда мы приехали в 80-х, местные тетушки и дядюшки не очень хорошо понимали китайский. Им было все равно, стандартный он или нет. Они говорили на своем диалекте, поэтому я и выучил шанхайский. В Шанхае я уже стал своим. Я как бы выполняю роль связующего между двумя мирами. В Шанхае я рассказываю об уйгурской автономии, а когда возвращаюсь домой, о Шанхае. Многие мои шанхайские друзья тоже ездили в уйгурскую автономию, в том числе на мою родину, в Аксу, бывали у меня дома. Мои земляки приезжают в Шанхай. Например, люди, которые у меня работали, за 30 с лишним лет их было около 1034 человека, в основном мои земляки. Я с одной стороны знакомлю шанхайцев с уйгурской культурой, а с другой стороны привожу людей из уйгурской автономии, чтобы они знакомились с шанхайской культурой. Когда они приезжают в Шанхай, то видят один из крупнейших городов Китая, узнают, какой он, этот Шанхай. А и дома рассказываю о нем.
Всех своих уйгурских гостей я обязательно приглашаю в свой ресторан в центре города. Моя жена очень помогает мне. Она тоже моя землячка. У нас 2 детей. Мои дети выросли в Шанхае. Все мои родственники и друзья бывали здесь. Жизнь в Китае хорошая. Из уйгурской автономии приезжает много народу. И из Шанхая в уйгурскую автономию тоже. Это культурный туристический обмен. В будущем, если я продолжу заниматься ресторанным бизнесом, я бы хотел развивать кухню Цзиннани. За взаимный культурный обмен.